Универвидение – это вокальный конкурс, а в чем заключается ваша роль как хореографа? Моя роль заключается в том, чтобы помочь человеку вокально исполняющему вокализмы всякие и вокальное, ну, в смысле, внеся вокальное творчество, условно скажем, там, или искусство на сцене, преподносить это в более двигательном исполнении. То есть, когда человек становится на сцене и только исполняет голосом, наверное, для зрителя обыденного это не очень интересно, скажем так, да. Мне бы очень хотелось, чтобы шла какая-то энергетика именно со сцены. И когда она происходит, кто-то умеет ей пользоваться, а кто-то не умеет, а у кого-то она есть, но не знает, как этим владеть. По сути дела, задача хореографа любого на сцене вот в таких мероприятиях – это именно показать человеку, помочь работать со своим энергетическим потенциалом. Расскажите, как вам в целом идея универвидения? Любые идеи, которые, скажем так, преподносятся или придумывают студенты, которые не только учатся, но еще как-то себя бодрят на фоне вот творчества, которое в экономическом кризисе, да, это очень здорово и это очень хорошо. И хорошо, что абсолютно, скажем так, у государственных структур на это есть деньги, чтобы это дело поддерживать, потому что это хорошее дело, да. Ну и тем самым как бы стимулировать ребятишек все больше как бы это делать. О результатах пока, мне кажется, рано говорить, нужно подождать, пережить все это дело, а потом уже в любом случае поставить плюсик. Как в деталях будет проходить подготовка к гала-концерту и чем будут ребята с вами заниматься 3 дня? Если бы мы вам сейчас все рассказали, было бы совершенно неинтересно. Вы пришли такие сказать: ну конечно, это мы вот это сделали, а вот это, наверное, вот это вот так вот было задумано, а это так. Ну это, конечно, естественно, мы каких-то своих секретов профессиональных выдать совсем прямо не можем. Мы можем сказать, что гала-концерт будет, он случится, и все люди, которые будут финалисты, будут представлены в наилучшем виде. Привет, СГУ! Имени Екатерины Сорокина.